Слушай, ну, предъявлять претензии к народу, знаешь, это такая штука, такая лукашенковская, да, ему все народ не нравится, да, то они в обменники бегут, то, понимаешь, картошку свою в ТикТоках показывают. Опять, если бы не было 2020 года, я не знаю, как мы бы смотрели в глаза украинцам сейчас. Работать и на ту аудиторию, тем более, что больше на них работать некому. Потому что то, что делает с ними белорусская пропаганда, вот это уже геноцид белорусского народа в самом деле. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Змейстер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй госцяй, якую па шчырасці я не планаваў запрашаць. Ну, мне падавалася, што гэты чалавек, ну, далёкі ад тэмы нацыянальнай ідэі, і хаця я разумею, што у гэтай дыскусіі да яе варта далучаць усіх як мага шырэй, таму што ўсё ж такі нам падаецца, это не Лукашук шукае нацыянальную ідэю. Гэта дыскусійная пляцоўка, дзе мы усе разам. Ну, але хтосьці можа мець бачанне, хтосьці не можа мець. Ну, і я думаў, што, ну, как-то может быть у этого человека вот как-то вот, ну, не ў тую, у тым накірунку цікаўнасці і зацікаўленасці скіраваныя, але паглядзеў адну з яе праграмаў недаўніх, дзе яна раптам і як пайшла разважаць пра беларускую нацыянальную ідэю, што я сеў і думаю, так почему же гэты чалавек да гэтага часу не ў мяне ў праграме. Такім чынам, вітайце. Редакторка выдания «План Б» былая полезневоленная Ольга Лойко. Привитание, Ольга. Привет, Дмитрий. Да, спасибо, что смотришь. Дело в том, что я тоже не планировала подключаться. Я все-таки больше по экономике, да, и далека от темы национальной идеи, тем более, что, знаешь, искушение такое, это как теорема Ферма у математиков. Она слишком очевидно простая, и прям тут же хочется ее взяться и доказать, да, а не доказывается, и не находится. Ну, на самом деле, во всем виноват Гигин. Вот, потому что именно он, значит, походя как-то недавно заявил, что, слушайте, что-то ни черта у нас не находится, а Лукашенко вот захотел снова национальную идею, слушай, мало ему твоих, ты вроде столько уже на этом поле сделал, да, и сказал, что, слушай, ну вот у меня есть хорошая идея, не очень тухлая, да, вместе за сильную процветающую Беларусь. Ну, и я прям так вот на ходу, значит, решил ему ответить. Твое бачанне, твой отказ Чемберлену, прости господи, Гигину, мы все ж таки поступово до яго дойдем, але вот эти вот толькі Лукашенко у чарговы раз заявіў, тому что у прынцыпе гэта не першая яго і спроба і заявы неяк вот все ж таки нешта у гэтым накірунку пашукаць, тому что мне шэраг людзей і той же самы сённяшні палітвязень Александр Фядута и там, скажем, Александр Василевич и шэраг іншых людей рассказывали про тое, что першыя спробы от администрации закинуть и знайсці, сфармуляваць нейкую нацыянальную ідэю от Лукашэнкі, яны были яшчэ в нулявых. Правда, так і не атрымалася тады, і пазней не атрымлівалася. Але вот зараз ты кажаш, Лукашенко толькі гэта агучыў, як тут жа Гігін выйшаў і сказаў, так вот жа ёсць у мяне. Буквально днямі праваабаронца Леонид Судаленко размаўляў з прапагандыстам Воскресенскім, не ведаю, з чаго яны там закранули гэтую тэму нацыянальнай ідэі, і Воскресенскі тут же так сказал, так господи ты, боже мой, так вот же ж, их есть у меня, как говорится, нацыянальных ідэй. Але чамусьці вот ўсё адно Лукашенко кажа, ідэалогія кажа, што ну что-то трэба пашукаць. І тут у мяне ўзнікае пытанне, твоё бачанне, а можа яна нам і не трэба? Может, ну такая нация белорусы, что не трэба им некой национальной идеи. Ну, слушай, ну как не надо? Как не надо? Вот всем надо, а нам одним не надо. И она же сама, она же выкристаллизовывается, она же из воздуха появляется, да, как ответ Гегину, как ответ Лукашенко, как просто как мечта, да, там, я не знаю, американская мечта. Ну, она как-то сама сложилась, не по запросу, а постепенно люди поняли, что вот в этом наша национальная идея. Ну, мне кажется, что прям нужна.
Слухай, ну у іншых нацый, калі вось менавіта шоу гэты працэс нацыя фармавання, там нацыя будаўніцтва, а гэта 18-19 там, ну пачатак 20-го стагоддзя, ну яны там вот тады ў тыя часы у іх там нешта тады выкрысталізоўвалася, знаходзіла, фармулявалася і гэтак далей, і толькі вот беларусы вот уже тут 21 стагоддзе, а яны ўсё ходзяць і разважаюць, ёсць ці нема, трэба ці не трэба, а якая ці не якая. Так может, ну, сапраўды, вот, ну, свой шлях таки. Слушай, ну, медленное немножко развитие у нас, ничего страшного, да, у нас уже был 20-й год, когда мы поняли, что мы на самом деле многого о себе не знали, вот, почему нет? Вот сейчас мы оказались в ситуации, когда многие из нас за пределами страны, да, ну, мне кажется, это прям вот намечает вот этот вектор, да, общей Беларуси, Беларуси для всех, что мы можем сделать для белорусов внутри страны, что они могут сделать для нас, ну, прям вот появляется, потому что за сильную процветающую это искусственная штука, да, в этом сила наша в чем? Да? В чем будет наша сила? В знаниях, в ПВТ, в орешнике, ну, сила бывает разная, да, едины, с кем мы будем едины. Если мы с Россией едины, так, может, и не надо нам такая национальная идея. Вот, поэтому она и не складывалась на самом деле. Не дозрели. Пакуль, что мы, ну, знаешь, что... Не дарашлі мы яшчэ да нацыянальнай ідэі, это лукашэнкаўскія словы, дзе-то ён у годзе 15 ці 16 іх гаварыў, але з іншага боку, узнікае тады пытанне, вот все ж таки мы гаворым пра нацыянальную ідэю, а на твой погляд, а беларусы як нацыя, яны сфармаваліся, там не сфармаваліся, фармуюцца, расфармоўваюцца, ці вот у якім стане? Слушай, ну для меня вполне сформировались, почему нет, все признаки и налицо, вот. Ну да, с некоторыми перекосами, конечно, не без этого. Наша проблема вот этого гигантского соседа, да, который нас постоянно, мы в зоне притяжения, и нас постоянно немножко перекашивает из-за того, что у нас слишком нас тянет на восток. Ну, а в целом вполне... Ну, на самом деле, это такая теоретическая больше штука. Я об этом действительно никогда не задумывалась, потому что больше меня интересует все-таки народное хозяйство Республики Беларусь. Ха-ха. Вот. Поэтому, ну, для меня есть еще тут обсуждать, да. Дарэчы, вот ты кажаш, народное хозяйство, там гаспадарка мяне больш цікавіць, там эканоміка, але я нават чуў такія нашы погляды на нацыянальную ідэю, як, скажем, уся нацыянальная ідэя для беларусаў у слове дабрабыт. Ці каб вот свой кавалачак зямлі і каб там у ім быў парадачак. Вот гэта ўсё, вот, то можа быць и праз экономику можно так само... Безусловно, ты, наверное, помнишь эти исследования ИПМовские, где выяснилось, что в Беларуси сторонников частного бизнеса чуть ли не больше, чем в Швейцарии. Прям вся страна за то, чтобы вот иметь и свое личное имущество, хозяйство, и за то, чтобы основой экономики был именно частный бизнес. И это для меня было неожиданно, да, все-таки государство постоянно немножко педалировало вот эти патерналистские штуки такие, да, мол, мы вам обеспечим, а вы там головой кивайте вовремя и не забывайте голосовать. А оно почему-то не сработало. Ну, в смысле, все продолжали кивать и даже какое-то время голосовать, но мечтали-то все равно о другом. Вот. Про что вот марили насамрэч? Вот у тебя есть уяўленне? Про что марили ў 20-м годзе? В 20-м? Ну, перемены. Я до того, что, як ты думаешь, все ж таки вот, ну, калі цвяроза вот паглядзець, ці сапраўды беларусы хотели свободы, ну, вот у таким класічным разуменні гэтага слова і напаўненні яго. Вот яны да яе готовыя, яна ім патрэбная? Ну, свобода, безусловно. Ну, смотри, если, допустим, сказать, вот белорусы хотели Лукашенко или в Евросоюз. Ну, белорусы точно не хотели Лукашенко. Вот хотели ли они при этом в Евросоюз, мне сказать сложно. На самом деле Лукашенко сделал с Беларусью одну очень страшную штуку, он угробил ее социологию. Да, мы даже узнать толком не можем, чего, собственно, белорусы хотят. А это очень важная штука, вот, особенно когда люди умеют
понимают, что они делают, какие опросы проводят, и умеют формулировать гипотезы, это очень важно для понимания, чего хотят белорусы. Да? Вот сейчас Лукашенко пытается понять, почему белорусы не хотят рожать, и ни черта у него не получается. Да? И можно там заставлять, можно еще что-то, можно пакистанцев угрожать завести в товарных объемах. Но первое, что надо сделать, понять, почему нет все-таки, да. И смотрение тиктоков тут слабо помогает, а хорошая социология помогает и помогает сильно. Белорусы точно не хотели Лукашенко. Это совершенно очевидно. Да? Вот дакладна. Не, ну таго, які вот ён быў і ёсць, яны не хотели. Але, можа, яны хотели такого апгрейдженного Лукашенко. Лукашенко 2.0, так, больше, не, IT Лукашенко такого. Хай вот такі аўтарытарненькі такі, но вот, который вырашает пытаннички, который там, можа, с Путиным домовиться, который тут вот даў загад, пришли тебе лампочку поменяли, а не вот это вот все, это отказность брать на себя. Я же помню ту волну, когда Виктор Дмитриевич сказал, что он идет в президенты, да, и вот это всеобщее такое ажиотаж, всеобщая надежда, что ну вот, да, ну он вроде и Путину может руку пожать, ну на тот момент это еще было не зашквар, это было важно, в общем-то, для понимания ресурса человека. И, ну, вообще не Лукашенко, ну, совсем не Лукашенко, да, культурный, такой очень эмпатичный человек, с этими вот этими гуманными какими-то идеями, с прекрасным фондом «Шанс», и все прям вздохнули с облегчением, потому что, ну, там, при вот моем нынешнем и тогдашнем понимании ситуации Тихановский бы не прошел. Ну, никогда, ну, просто потому что, ребята, он не имеет никакого опыта отношения к народному хозяйству. Ну, можно сколько угодно кричать, что вот сейчас он, режим рухнет и так далее. Ну, все понимают, и он сам это понимает, что все-таки получить вот это вот хозяйство, все с кучей проблем, с кучей вопросов, с отопительным сезоном, с уборочной. Ну, прям, это сложно, это большое хозяйство. Здесь был человек однозначно не похожий на Лукашенко, прям анти-Лукашенко, да, и абсолютно подходящий, ну, прям совсем подходящий. Вот даже непонятно было, какие к нему претензии, да, там, силовика посади, учительницу из школы или ученого из Академии наук и скажи, ну, что с ним не так, да. Для небольшой прослойки было не так то, что он работал в российском банке. Ну, для подавляющего большинства людей это как раз было... значило, что он умеет работать с этими людьми, а с ними все равно придется работать. У них придется что-то покупать, им придется что-то продавать, да, при этом вот эта белорусскость, это было тоже совершенно однозначно, с этой чудесной возвращенной нам парижской школой, с этими фамилиями, которые все для себя открывали, с этой выставкой восхитительной парижской школы, на которую сходили все белорусы, даже кому там, ей-богу, да, и та живопись, и тут Бабарика, и банк, и все это было очень далеко до них. Ну, это то, что зацепило массы, да, прям вот очень широко. Да. Он не мог быть, наверное, лучше, потому что это было бы уже. А это прям вот максимально широко. Я видела, какие люди записываются в его эти инициативные группы, ну, очень разные. Очень. И когда потом были задержания, были репрессии, и там действительно оказывались, ну, прям очень разные люди, даже типа Воскресенского. Ну, потому что на тот момент идея захватила... очень многих и очень разных. Бабл просто порвался. Да сколько, ну, вот мы же всегда накануне выборов обсуждали, что да, каждый в своем бабле будет, значит, говорить, что вот нам надо то или это, да, а здесь бабл лопнул, просто разлетевшись во все стороны. Вот. И это было такое ощущение прям очень неожиданное. Вот. Але все ж таки, наколькі вот тут мы вернемся до тэмы нацыянальная менавіта, а колькі ў гэтым было нацыянальнага ўсяго, то есть ці была патрэба у беларусаў, тому что зараз мы кажам про тое, что анти-Лукашенко, за тое, что там справядлівыя выборы, там, скажем, супраць злачынства, ну вот усе гэтыя дэмакратычныя каштоўнасці прыгожыя, але якія наўпрост да нацыянальнага пытання не маюць дачынення, то есть что-нибудь нацыянальнае у гэтым все ж таки уздыме было, не было? И ці потребное оно было? Там? Слушай, ну, однозначно было. Ты помнишь этот момент, когда Бабарика спрашивали, такой неудобный типа вопрос был про флаг всегда, да? И, ну, потому что на тот момент запроса никакого не было, да? А просто говорить, что я приду и сделаю новый флаг,
Но он же тоже осторожный человек, который понимает, что еще не факт, что придешь, и не факт, что именно эту идею все поддержат, и можно было сказать, что я вынесу этот вопрос снова на референдум, потому что я не могу один решить, да? Но вопрос решился сам и очень быстро. Ну, прям настолько быстро и настолько очевидно для всех. То есть ему еще приходилось вот эти очень такие дипломатические ответы давать, да? А все решилось. Ну, как-то само. Вот дозрели, вот получилось. Да. Поэтому я бы тут больше оставляла вот такого кислорода на какие-то процессы, которые вот идут, и вот они для нас становятся очевидными. Насильственным образом что-то, кого-то заставить. Если бы вот он сказал, что да, ребят, я приду и поменяю флаг. И многие бы сказали, ну, конечно, естественно, да, вначале он поменяет флаг, потом он заставит нас еще что-то. Это было бы по-лукашенковски, да. А потом скажет, переходим еще на белорусскую мову, да? Да, я помню, слушай, я помню прекрасно 96-й год, да, когда всех этим пугали, да, и люди действительно пугались. Потому что, когда тебе говорят, что там, да, ползи на коленях, условно, да, там, с завтрашнего дня ты там инженер или еще где-то на производстве переходишь на белорусскую мову. Люди пугаются. Вот. И как бы обвинять их в чем-то, ну, они не знают языка, знают плохо, это для них не рабочий язык. То есть, в общем-то, понятно, что должна быть какая-то система вовлечения в это все. Вот. Ну, или опять от противного. Да? Надо такой кошмар сделать с российским, оговорки по Фрейду, да, с красно-зеленым флагом, что просто никому в голову не придет, что им можно пользоваться, и под ним можно сделать что-то хорошее, национальное, свое, белорусское и так далее. Ну, яно-то, ў прынцыпе, то і атрымалася, просто такое дрэннае зрабілі пад чырвона-зялёным сцягам, што людзі не маглі, як раней, хадзіць в одной руцэ бел-чырвона-белы, у другой чырвона-зялёны, і мы же как бы вот за ўсё хорошее, мы тут одно грамадство, поэтому неподдельное, а потым как навалялі, і але ж узялі ў рукі, ну, прынамсі па першым часе выключна як знак пратэста, не як нейкую там нацыянальную там ці іншую каштоўнасць. Безусловно, ну, как многие идеи, многие флаги, многие символы, они возникали там на поле боя, а потом шли в мирную жизнь. Ну, вот и этот флаг пришел, да, вот он годами шел, а тут бах, и оказался у всех, да, и эти первые гигантские полотнища, да, которые все-таки, блин, откуда? Ну, откуда? И у каждого там лежал дома, и люди прятали, и вывозили, и, ну, это прям вот была целая такая, вот все, символ. Ну, со сцягам-то добра. Яго-то, как бы, ведаеш, можна раз узяў, нічога там асаблівых высілкаў табе не патрабуе. Ну, потым, конечно, гэта пагроза, але высілкаў ніякіх, а з пытаннямі там мовы і ўсяго астатняга гэта больш складана. І калі узнікала гэта пытанне, то той же самы Бабарыка на маё пытанне сказаў: слухай, ну вот там гадоў праз 5, когда мы вот пераможам, там, а можа 10, тады мы ўжо там возьмемся за гэтае пытанне. Слухай, ну я ўжо колькі гадоў чую там, можа праз 5, можа праз 10, вот ужо там з тых же самых 90-х гадоў ужо 30 гадоў прайшло, і ўсё калі-небудзь, калі там народ даспее, калі там улада пагодзіцца, калі яшчэ ж, дык так можна і не дачакацца. І я не толькі там пра сябе там як чалавека, а пра ввогуле там как грамадства, нацыі, што как бы што яна дойдзе да гэтага пытання, што ну вот час мы беларусы як нацыя саспелі да таго, што мы нарэшце звернемся і да мовы, і да культуры, і да гісторыі сваёй. Слушай, ну, многие страны живут двухязычными, трехязычными. В этом большой беды нет, да, меняется соотношение. В конце концов, после 20-го, потом после 22-го стало больше людей, разговаривающих на белорусском. И это норм, это замечательно, но невозможно сразу. Ну, вот у меня не получается. Если у меня рабочий язык русский, я делаю какие-то проекты на белорусском, мне это сложнее дается пока. Ну, я стараюсь, да, и на английском стараюсь. Да, плохой солдат Рабинович, но старается. Но реально вот в свободном разговоре, таком, который должен быть достаточно публичным, мне сложно. У меня получается хуже, мой речевой интеллект не дотягивает, и я без конца говорю, что, блин, надо было тут по-другому, там по-другому. Я не могу пошутить или не могу перевести какую-то тонкую штуку, я напрягаюсь из-за этого. У меня получается хуже. Да? Ну, как бы, поэтому пытаюсь на каких-то более простых форматах для себя. Да? Вот.
Я знаю несколько человек, ну, не несколько, а много человек, которые переходят в все большей степени на белорусский. При этом проблема в том, что дети, которые вот сейчас перевезены в Литву, в Польшу, в другие страны, все-таки у них, у многих белорусский отходит, потому что идет интеграция быстрая на польский, на литовский, потому что это важно для выживания, для учебы, и ну, просто не остается ресурса. Да? Там ребенок учит белорусский, естественно, в школе учит английский. Если язык семьи дома русский, то сложно удержать и впихнуть вот этот еще один язык. Ну, пытаются. Опять, я не вижу в этом большой беды. Значит, они придут к белорусскому через польский, как мы учим польский через белорусский. Да? Ну, вот оно такое взаимодействие. Да? Вот. Я хотел бы звярнуцца да тэмы, ты узгадала Россию, вот ты сказал так, наш усходні сусед, і мы шмат гадоў кажам про тое, что ну вот з-за того, что вот такі сусед, что вот это уплыў, плюс яшчэ там 300 гадоў былі под этим імперскай расійскім пятой і гэтак далей, і тады пачынаецца гэты адвечны беларускі плач. А у нас забрали, а нам не дали, а нам перашкодзілі, а нам гэта, а нам не гэта. Ты сядзіш так вот и думаешь, а ў прынцыпе, а вы-то вот что-нибудь зрабілі, каб вот у вас не дабралі, каб вам далі там вот что-нибудь вот далі ці не, вот наколькі беларусы у прынцыпе готовы отстойваць сваё? Ну, опять, у нас был 20-й год. Да, если бы без него, я бы сказала, что гораздо в меньшей степени. Да, все-таки, да, вот этот анекдоты про ник прозвучаюся, вот они такие есть, да, мы действительно терпеливые, выносливые, вот, покрутился, помучился, но вроде как и ничего, да, можно жить дальше. Вот, но 20-й год был, меня впечатлила вот эта масштабность, и действительно вот все готовы были что-то сделать, чтобы ситуация изменилась. Поэтому, слушай, ну, предъявлять претензии к народу, знаешь, это такая штука, такая лукашенковская, да, ему все народ не нравится, да, то они в обменники бегут, то, понимаешь, картошку свою в ТикТоках показывают, да, поэтому я бы претензии к народу не предъявляла, да, ну, вот сложились такие условия. Вот сейчас мы дозрели до того, мы почувствовали, что ситуация может измениться, мы поняли, как именно она может измениться. Вот этот запрос, вот он назрел. Ну, а сосед, ну, куда ты его денешь, этого соседа? Да, тем более, что там есть семейные связи, дружеские связи, бизнес-связи. От этого тоже никуда не денешься. Вот. И когда, допустим, я не знаю, там люди с польским паспортом удивляются, говорят, слушайте, ну, как вы с этими там россиянами? Ну, а как ты вот белорус с польским паспортом? Да? Ну, вот так и они, если у них там родственники из России. Да? И люди доказывают, люди продолжают объяснять что-то этим самым родственникам, да, и вот этой занозой совести для них быть. Это тоже нелегко и неприятно. Да? Ну, ты же не можешь отказаться там, от половины своей семьи. Да? А таких историй очень много. В том числе у людей, которые в белорусскость, в белорусское движение очень вовлечены. Ну, вот в семьях бывает по-разному. Да? Кто-то поехал учиться в Варшаву, а кто-то поехал на заработки в Смоленск в семье. Да, и вот мы имеем то, что мы имеем. Я не думаю, что есть смысл говорить, что все, вот они не белорусы, пересекающие границу на восток, все, мы вычеркиваем и не учитываем. Или там как-нибудь там придаем каким-нибудь остракизмам. Ну, нет. Да? Будем объяснять, будем преимущество белорусского образа жизни кому-то продавать, кого-то уговаривать. Ну, а как? А вот сапраўды, я прыгадываю даўнія дыскусіі, вот калі мы ўжо прыгадалі там тыя часы, калі Зянон Пазняк сілай прымушаў усіх гаварыць па-беларуску, а астатнім казаў чемодан вакзал Россия, что насамрэч не было, но прапаганда-то з гэтага такія страшылкі раздула, што бедныя беларусы да гэтага часу баяцца. Да? Колькі гадоў прайшло, а яны ўсё баяцца. Але ўсё ж таки з гэтым вот усім вот што нам рабіць, таму што сапраўды беларусы неяк вот так адвыклі ад свайго, што можа быць мы сапраўды такая вот нацыя, у нас вот свой беларускі, свой рускі язык, такі беларускі рускі язык, і не трэба асабліва там можа быць мучацца, намагацца, нешта перастройвацца, трэба будаваць сябе вот такім як ёсць. Ці ўсё ж такі нейкія патрэбы зазірнуць да каранёў яны ну ёсць, а можа час такі 21 стагоддзе, што ўжо адпала гэта неабходнасць.
Слушай, ну, если большое количество людей этим занято, ради этого рисковало многим, в том числе жизнью и свободой, ну, значит, есть эта потребность, да, значит, нельзя сказать, что там все готовы были вычеркнуть, хотя действительно было ощущение, что это вот такой бабл оппозиционный, да, ну, сколько их там человек, слушай, ну, мы же все видели там этих человек, как минимум, там, на площади в 6-10 году, да, ну, вот я была и там, ну, и прям, ну, я видела, сколько этих людей, да, их было немало, но... Ну, тут такой, ну, сходил, такой, ну вот они все здесь, да, я их половину знаю в лицо, да, ну, как-то так. Вот, ну, значит, остальным это не надо, значит, не попали, значит, какие-то другие потребности, заботы и так далее, да. Ну, какие претензии я могу предъявить к людям? Никаких, в общем-то. Значит, не убедили, значит, чего-то не хватило. Ну, 2020 год был совершенно другим, да. В мозгах Лукашенко это, конечно, свежие методички, но все, кто был в Минске 16-го, они же знают, что это просто, ну, весь Минск. Ну, просто вот тупо весь Минск. В спальниках, в районах, в городе, в транспорте, везде. Просто везде. Вот. Можно обещать сколько угодно там дойти до каждого. Ну, нет. Нет, потому что там был весь Минск. Вот. Поэтому, ну, и не только Минск, естественно. Поэтому, слушай, ну, значит, действительно ситуация должна вызреть. Вот. Мне цікавае твоё меркаванне як эксперта по народнай гаспадарцы. Ну, я жартую, хотя просто чалавечае. Ведаеш, што мяне вельмі ўразіла, калі я пачуў такую думку, што а можа быць, не патрэбна было, ну і не да часу, і можа быць нават шкоднае для нацыі, для яго паступовага руху і паўстання Кастуся Каліноўскага. І той же самый 20-й год, і іншыя спробы, там, я не знаю, слуцкі збройны чын, таму што, ну, калі возьмем паўстанне Кастуся Каліноўскага, было ж зразумела, што гэтым паўстаннем, гэтымі сіламі, ну, расійскую імперыю не заваліш. І, адпаведна, ну, навошта было ісці на гэтае самазабойства, што па выніку і атрымалася, калі траціна, можа быць, большая нават, палягла, была пакараная, павешаная, траціна сасланая ў Сібір, а траціна сказала: ой, не, все, мы палякі. І все на гэтым скончылася. А калі б яны вырашылі паступова праз вось гэтае адукацыю народа, вот это вот все беларусізацыю паступовую, можа быць, по-іншаму ўсё склалася. Дарэчы, і пра салідарнасці і пра тое, што адбывалася ў Польшчы, таксама казалі, ну, заўчасна. Было ж зразумела, што не дадуць тады вот на самом пачатку салідарнасці гэтаму руху перамагчы, развіцца і гэтак далей. Ну і 20-й год, ну, было ж відавочна, што, ну, гэты вот, который так ухапіўся сінімі пальцамі, калі там мільярды в Арабскіх Эміратах, і ўсё пад сябе падгрэблена, з краіны зроблена з прыватная гаспадарка, што ён так это аддасць? Так, можа быць, сапраўды не варта было гэта рабіць? Слушай, ну ты же этого никогда не узнаешь, да, и в истории все взаимосвязано, да, это как о том, что декабристы в итоге все-таки разбудили Герцена, да, ты никогда не знаешь, что, зачем и почему происходит. Мы это восстание обсуждаем и сейчас, да, и говорить, что оно там закончилось ничем, вот оно закончилось тем, что мы его обсуждаем спустя столько времени. Вот, поэтому 20-й год, ну нет, я не вижу, вот те, кто говорят, что надо было там дожимать, да, вот, ну, история идет так, как идет. Мне кажется, что тут возможности повлиять методичкой или чем-то еще, или каким-то лидером. Ну, вот белорусы такие, какие они есть, да. Вот эти, можно сколько угодно над ними издеваться за снятую обувь перед лавочкой. Но в тот момент это было красиво, да. Ну, мы такие, мы не можем быть другими. Нас не заставишь быть другими. Вот тебе скажи, там, я не знаю, а давай эту лавочку сожжем. Ну, не было такого запроса. Это искусственно было. Количество сожженных лавочек после 2020 года, я думаю, что там на одной руке можно посчитать. Не такой был запрос. А чем закончился, мы не знаем, потому что длинный период, все-таки по историческим меркам эти 5 лет, это еще совсем мало. Поэтому все это еще вполне может закончиться достаточно симпатичной историей. Особенно, если выйдут люди, если не будет больше жертв в тюрьмах, если закончится война. Видишь, много если опять-таки идет. Да. Опять, если бы не было 2020 года, я не знаю, как мы бы смотрели в глаза украинцам сейчас. Да?
вот, ну, для меня это не оправдание, но мы видели, к чему это идет, мы были против вот к тому, против того, к чему это все движется, да, и мы потом и в 20-м, и в 21-м, и в 22-м были против этого последовательно, рискуя собой, свободой, жизнью, имуществом и всем остальным, да. Ну, для меня это очень важно. Можно сказать, что это было напрасно, да, там, зачем ты потерял квартиру, получил уголовку, и еще там куча с тобой неприятностей произошла, да? Ну, за тем, что я могу сейчас со своим соседом-украинцем говорить совершенно спокойно, зная, что, ребят, я сделала для вас все, что могу, да, там, показав, что я против, что я не поддерживаю, что я однозначно не верю всей этой ерунде с картами, откуда готовилось нападение, что я не хочу в этом соучаствовать. Это вот мой четкий месседж такой, да. И мне это довольно дорого обошлось. Ну, не мне, в смысле, белорусу. Это дорого обошлось, да. Это важно или не важно, да. Сидел бы, молчал тихонько, да. Ну, в конце концов, снаряда не делаешь, уже красавчик, да. Ну, нет, так не работает. Людям важно было показать это все. Вот. У гэтай сітуацыі, як ты думаеш, усё ж такі, вот мы кажам пра змены, якія абавязкова будуць рана і позна, там у гістарычнай перспектыве, але калі вот глядзець на досвед нашых суседзяў, ці магчыма гэта ўсё ж такі без крыві вырвацца з вось гэтага там камунізма, рускага міра, там лукашызма, яшчэ чаго заўгодна, потому что, ну, паглядзі, дарэчы, вот калі ўжо Украіну узгадваць, мне таксама сказаў адзін наш такі знаёмы, што ніхто не зрабіў больш для канчатковага фармавання украінскай нацыі, як Путін са сваёй вайной. Калі мы прыгадваем там іншых нашых суседзей, там, скажем, Літва, без ахвяраў яны з савецізмам, са сваім з камунізмам не развіталіся. Тое ж самае было в іншых краінах. Ну вот толькі беларусы вот как-то вот атрымалі у падарунак на, і яшчэ і так і думалі, а браць ці не браць эту незалежнасць, а то хрен его ведае, можа там что-нибудь гадость какую-то подсунули нам. Но в итоге нам подсунули Лукашенко. Да, ну все-таки гадости подсунули, да, але вот без крови. Надо Лукашенко позитивные кейсы продать, как дальше без крови люди перешли к достаточно устойчивым демократиям. Ну, к примеру, там, а давай ты будешь нашим новым Франко, да? Ну, то есть, честно говоря, нехороший человек был, да, а вот потом все-таки смог вот этот транзит сам заложить, вот эту основу, да, вот, то есть всегда, каким бы ты ни был нехорошим человеком, да, в общем-то, есть возможность, ну, не то, что вырулить и обелить себя, нет, ну, хотя бы без крови отдать эту власть, да, и это уже все такие, ну, красавчик, ну, напакостил, конечно, но смог вот в какой-то момент все-таки пальцы-то разжать. То есть и такие кейсы были. Ну, не хотелось бы, конечно. Слушай, ну, невозможно быть в здравом уме за гражданскую войну. Да? И когда тут всякие активные товарищи пытаются, значит, людей, оставшихся в Беларуси, там, нехорошими словами, да, они там и за русский мир, они там и за Лукашенко, и еще за что-то. Слушайте, ну, гражданская война – это плохая идея. Поэтому я бы тут прям категорически была против убийства белорусов белорусами, белорусами украинцев и так далее. И если на это требуется чуть больше времени, ну, значит, будем пробовать так. Опять, на это есть запрос. Вот, ну, не кровожадные мы. Ну, ты же не можешь быть вот кровожаднее, чем ты есть, да, там, как там, для спорта детей отбирают. Ну, вот есть люди, которые, ну, нет, ну, не спортивное, вот поведение у него не спортивное, да, нет у него этой злости спортивной, нет у него этого, ну, вот, значит, такая у нас национальная черта. Вот у нас этого нет. Это совершенно не обозначает, что мы там какие-то терпилы, готовы куда-то ползти на коленях, и вот этого куча уничижительного всего, да. Ну, нам в 2020 году сказали один раз, что мы невероятные, и мы от восторга, извините, чуть вам Лукашенко не снесли. Ну, потому что реально нам годами говорили, какие мы зашуганные, убогие, без Лукашенко не справимся, без папки нам и кушать какие годами, стагоддзями. Ты почитай белорусскую классику. А я мужик белорус, а бедный несчастный, а и свою крыўду некуды несу. А где вот это? Чуп назад, шашку наголо. Вот. Вот, ну, а тут, наконец, понимаешь, ну, это было очень прям духоподъемно, да, когда нам кто-то сказал, Лукашенко от этого слова, по-моему, его бомбит до сих пор, я боюсь, как бы его инсульт не хватил, да, когда он... Боишься, тебе сподеешься.
Как получится. Вот. Ну да, есть, в общем-то, такие... Он начинает заводиться, психовать, переходит на тросянку, да, невероятно. Не надо так волноваться. Белорусы классные. И это очень важно было им об этом сказать. И когда им об этом сказали, они наконец-то глянули на себя с другой стороны и обнаружили, что, да, клёвые. Дарэчы, а вот што трэба зрабіць, што сказаць, што паказаць беларусам, каб яны сапраўды не проста вот так вот паглядзелі ў люстэрка, але пераканаліся настолькі ў тым, што яны нейкія неверагодныя, што яны годныя, каб яны раз сталі і пачалі вот неяк так вот мяняцца вот от этого вот мужик беларус, сівы сам там. Слушай, ну для начала их надо любить, да, вот так вот. Почти безусловно, да. Ну, конечно, мы от них чего-то хотим, на самом деле, все-таки не совсем безусловно получается. Но это важно. Это важно. Чувствовать к ним симпатию, интерес. Не пытаться тут же там поставить к стенке, прижать, там на чем-то поймали, да. Ага, все-таки на мове ты не размовляешь. Ага, там против каких-нибудь, ну, там, я не знаю, там на марш равенства, значит, не хочешь ходить, гомофоб ты или еще как-то. Слушайте, мы все не идеальные, да. Ну, давайте все-таки мы будем добиваться совпадения в главном, свободы в остальном, во всем любви, да. Вот эта христианская прекрасная мантра, она все-таки очень духоподъемна на самом деле, да. Ну, если мы совпадаем в главном, ну, давайте позволим там несколько отличаться во всем остальном, идти разным темпом, да, кто-то говорит уже, ну ладно, однополые браки, ну уже хай будет, да, потом такой, блин, нет, ну на усыновление, вот как-то мне кажется, это перебор, да. Все постепенно, невозможно сразу на человека вывалить все разнообразие и великолепие, да, он будет идти постепенно. Дарэчы, як табе вот это вот давнее, что белорусы такие уже толерантные? О, это, конечно, большой миф, самый большой миф. Да, одни пакистанцы чего стоили, какой кипиш поднялся, да, еще ни одного пакистанца фактически не нашлось в Беларуси, там пара человек заезжих, вот, и тут же пошла волна вполне себе ксенофобская. Что... А куды гэта делась? Вот мы ж памятаем и любим гэтую гісторыю рассказывать, як у Великом княстве Литовском. У городах, тут табе плошча, с одной стороны синагога, с другого костел, с третьего церква, с четвертого мечеть. И мы ж такие прекрасные. Куда это делалось? Слушай, ну, железным занавесом прихлопнуло. Не привыкли. Ну, не привыкли, реально, да, как в Советском Союзе выросло поколение, которое чернокожего человека не видело там никогда в жизни. Ну, то есть они знали теоретически, что они существуют. Но увидев несколько там, кто-то удивился, кто-то напугался, кто-то, наоборот, с любопытством отнесся. Ну, слушай, нужен опыт. Нужен опыт взаимодействия, нужен опыт обмена. Да, почему все эти обмены школьные, студенческие, они настолько популярны? Почему государство вкладывает в это большие деньги, чтобы своих школьников, студентов отправлять куда-то учиться, да, и назад потом их получать с новым опытом, да? Не надо пугаться, не надо, где родился, там пригодился. Надо увидеть мир, надо понимать, где ты живешь, с кем. Вот. Железным занавесом прихлопнуло, я думаю, эту толерантность очень сильно на самом деле. Вот мы абмяркоўвалі дыскусію там, ці можна пабудаваць Беларусь па-за межамі Беларусі. Ну, здавалася б, мы ж тут вот стока нас тут сотен тысяч вымушана, невымушана, але знаходіцца за мяжой, а плюс яшчэ тыя, якія да гэтага выехалі. Ну, здавалася б, ну чаму не? Ну, хай сабе там не Беларусь, ну такія беларусатауны у кожным горадзе, у кожнай краіне. Магчыма ці не? И какая роль диаспоры, на твой погляд? Слушай, ну, думаю, что нет. Думаю, что нет. Все-таки идея вот этой единой земли, единой Беларуси, мне кажется, что она такая может быть по вот этому израильскому варианту, поэтому я ее назвала в передаче с Настей белорусионизмом, да, потому что вот мечта о единой земле, она должна все-таки быть, ну, как минимум потому, что на самом деле белорусы хорошо очень ассимилируются, потому что Польша действительно нам, ну, основная страна переезда, она нам близка ментально, близка по языку, и уж больно быстро идет эта ассимиляция. Я вот по детям вижу, насколько прям вот они расплываются в этом. Я даже не скажу польском обществе, да, европейском все-таки, да, то есть они учат польский, учат английский, свободно переходят с одного на другой, планируют свое будущее в самых разных точках, как минимум, Европы, и
Ну, мне кажется, что вот в Беларусь-таун не захотят. Все-таки они сразу из этого гетто фактически вырываются. Вот, поэтому Беларусь-таун, наверное, нет, но мечта о своей земле, о справедливом государстве, о солидарности, она такая вот чувствуется. Мне поэтому очень понравилась инициатива «Мальдис», потому что она такая от нас, нацеленная внутрь Беларуси, для них. Не политическая абсолютно, просто спадщина, просто общее наследие, просто в дар, просто история, такая без вот каких-то таких, ну, даже не откажешься, что называется, да, о том общем, что у нас есть, вот, чем мы готовы для вас помочь. Я с несколькими людьми обсуждала, допустим, эту возможность, ну, насколько она там реализуема. Стипендии, допустим, для белорусов от диаспоры, от состоятельных людей диаспоры для обучения где-то, да, которые такие есть проекты по всему миру, вот, когда мы по определенным критериям отбираем людей внутри страны и там, допустим, обеспечиваем там годовую стажировку, да, там, инженеру, учителю, врачу, новые технологии, новые навыки, новые горизонты. Ну, это здорово, это круто, это то, что нас объединяет, да, потому что и они, любой из них, любой из нас может объяснить, почему вот я Д'Артаньян, а они там все терпилы и на коленях готовы ползти к Лукашенко, да. Это нас разъединяет, это не имеет смысла. А вот наоборот, найти вот эти точки, да, сказать, вот мы для вас вот можем это сделать, да, вот. И они для нас, соответственно, тоже, да, тем более, что пока еще нет этого разделения, что там они, мы, по многим вопросам мы совпадаем, вот. Вот давай сапраўды про вот это подел, твое бачанне, ведаешь, весна 22 года, и вот на этом месте сидит Альгерд Бахаревич, и я им кажу, ну вот, Альгерд, уяви сабе, ўсё ж таки усю нашу гісторыю, ну, найноўшую прынамсі там апошнія 30 гадоў беларускае грамадства было падзеленае, але падзеленае по таким нацыянальным пытанні, там хто там за сцяг, там мова, там культура і гэтак далей. Пасля 20-го года мы падзелены, гэты падзел уже, ну, скажем так, не тое, што знік канчаткова, але уже так нівеляваўся, але падзел ёсць іншы на тых, каго білі, і на тых, хто біў. І вот кажу, уявім сабе, муры рухнули, мы можем вярнуцца, як мы вось гэты падзел будем таксама неяк знішчаць. Ён мне кажа, ведаеш што? Это все фігня. Падзел, там білі, не білі, разбяромся. Не страшна. Хто сапраўды рукі ў крыві, той сядзе. Хто там не замараў рукі ў крыві, ну там люстрацыя, можа там адхіленне ад працы, там ці ад там, а можа і ввогуле прабачэнне і гэтак далей. Гэта самае страшнае не гэта. Кажу, ну а што сам страшней? Ён кажа, падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Весна 22 года. Я кажу, Альгерд, ну якое розніца? Ну з'ехаў, застаўся. Мы ж усе, ў прынцыпе, за адно. Мы там за дэмакратычныя выбары, за свабоду, за справядлівасць, за ўсё. З'ехаў ты ці не з'ехаў, але гэта-то нас аб'ядноўвае, і яно ёсць. Ён кажа, не, паглядзіш, чым далей, тым больш мы будзем разыходзіцца. Чым далей у часе, чым далей адбываюцца змены, таму што, кажа ён, мы ўсе мяняемся. Тут мы у эміграцыі мяняемся пад цяжарам эміграцыйных праблемаў, пад цяжарам свабодаў, рабі, што хочаш, гавары, што хочаш, пішы, што хочаш, знішчай сябе сам, як хочаш, ці будуй сябе, як хочаш. Ты можаш, там людзі таксама мяняюцца пад ціскам рэпрэсій, турам, немагчымасці свабодна гаварыць і гэтак далей. І хочам мы, не хочам, мы паступова будзем вот так разыходзіцца. І калі вот гэта магчымасць будзе, ці зможам мы зноўку так з'яднацца, я не перакананы. Я тады яму, конечно, не поверыў у 22 годзе. Ну, чым далей, тым больш такое адчуванне, што ён быў правы. Ці не? Вот як табе бачыцца? Слушай, ну, на самом деле, железного занавеса пока нет. Люди ездят, и это не настолько абсолютное понятие. Ты уехал или остался. Я знаю достаточное количество оставшихся по разным причинам людей, которые, допустим, готовят на выезд детей. Да? С их ценностями все ок. Да? И поэтому важны вот эти инициативы на сшивание это, на
то, чтобы белорусы изнутри страны видели нас, общались с нами, не трясясь там по телефону, да, пытаясь там как-то скрыть сам факт своего общения с родственником или знакомым из-за границы, да, слава богу, у нас в анкете пока нет этого пункта, есть ли родственники за рубежом, да, но на самом деле есть шанс далеко не расползтись, хотя, безусловно, заботы у нас совершенно разные в моменте. Ну, в конце концов, слушай, те, кто остался, смотрят стариков, тех, кто уехал. И таких я историй тоже очень много знаю. И это тоже важно. И говорить, что твоя география определяет... Знаешь, я помню еще тот момент, когда там первые вот эти отъезжающие успешные мальчики и девочки, там, твой где? В Лондоне. Все таки в Лондоне, огонь. Кем он там в Лондоне, вообще не важно, да? То есть география определяет. Раз чувак в Лондоне, ну, так есть же о чем сказать. Потом ты понимаешь, что география к успеху имеет достаточно отдаленное отношение. Да? Это не настолько уже остро и важно. Да? Замуж в Германию никто не хочет. Все хотят удачно замуж, а географически это, в общем-то, может быть вполне себе что угодно. Вот. Поэтому, слушай, в отсутствии железного занавеса, если его не случится, мне кажется, что шансы не расползтись слишком, они остаются и остаются неплохими. Тем более наш вклад и мой, и твой, и белорусских медиа в это достаточно большой. Да? Мы все-таки пытаемся работать и на ту аудиторию, тем более, что больше на них работать некому. Потому что то, что делает с ними белорусская пропаганда, вот это уже геноцид белорусского народа в самом деле. Вот. Тем более он такой еще сейчас с таким явным русско-мирским акцентом, вот, когда речь вовсе не о русском языке, а о ценностях, которых у белорусов не было никогда. Обо всех вот этих имперских штуках. Младший брат, старший брат, да, там, белорусы со знаком качества и так далее. С таким тонким намеком, что есть какие-то другие русы, они без знака качества. Да? Обсуждения, отличаются ли русские от украинцев и так далее. Другие очень мерзкие темы, которые очень активно насаждаются, да. И даже вполне приличные люди нет-нет, да срываются в какие-то мерзкие штуки. Вот. Поэтому нет, я не верю, что это прям так, прям ножом режем. Да? Вот. Ну, то есть, умовно кажучи, вот гляди, ситуація. Ну, па-першае, мы з табой тут зараз падчас нашай праграмы сфармулявалі, дзякуючы табе, такую прыўкрасную нацыянальную ідэю, что просто заглядзенне. І вот там заўтра, не заўтра, праз 3 гады, праз 5 гадоў муры рухнули. Тут вот гэтыя цягнікі перамогі, про якія Сергей Чалы нам любіў расказваць, яны тут, точно, раз що здымаемся з ручнікоў, усе там заскакиваем мы ў гэтыя цягнікі перамогі, тут на даху першага вагона Чалы са Шрайбманам абняўшыся сядзяць, і мы на ўсіх парах да Брэста, не спыняючыся, еще такие, раз, беларусы, прывітанне, мы тут до вас, а мы тут с тобой такие, глядите, вот такие Прометеи такие, глядите, якую мы тут вам национальную идею классную сформулировали, а беларусы такие там, видите что, вот где вы там сидели в своих там Варшавах, Лондонах, Вильнях, там еще где-нибудь, где вы там формулировали, где вы там это свои конституции писали, там планы экономичных реформ и все остальное эту лабудень, вот туды валите. И там что хотите, с ними там и робите. А мы тут вот как-то сами, потому что вы уже давно одорвались. Мне неяк написали праз 2 гады после того, как я съехал, это где-то было в 23-м году, написали, Лукашук, так он же не белорус, он же уже 2 гады як съехал. Вы уже вообще тут как бы не адчуваеце, чым мы живем, что нас хвалюе, якія тут нам трэба ідэі, там программы и все остальное. Так что давайте-ка не лезьте. Ну смотри, да, очень много уехавших белорусов, они достигают здесь, за пределами страны, очень приличных, серьезных успехов. Да? Строят глобальные компании, развивают глобальные проекты, новые технологии у них и так далее. Они же не просто едут на поезде, да? Они едут, к примеру, там, предлагают какой-то инвестиционный проект, большой и офигенный, и куча белорусов внутри страны говорит, я хочу работать на таком заводе. Вот скрытые чемпионы наши, которые были белорусскими скрытыми чемпионами, уехали они там в Литву, потрепало их жизнью, и вот они там через 5 лет говорят, мы можем построить офигенно крутой заводик, да, там лазеры, сканеры, не знаю что, да, вот
это будет офигенно круто, это будет на весь мир, это будет... Вот скрытый чемпион станет открытым чемпионом. Сколько белорусов изнутри страны захочет в этом поучаствовать? Примерно все. Как, помнишь эти вот постсоветские штуки, да, СП создается. Все хотят в СП. Никто не хочет остаться на совковом предприятии, все хотят в СП. Надо там язык учить, надо еще как-то суетиться. Ну, давайте. Да? Это шанс. Это шанс догнать или не отстать от всего мира. Да? Если кто-то из белорусских классных, крутых врачей, уехавших там в 20-м, в 21-м, скажет: ребята, значит, я там буду раз в полгода приезжать в Беларусь и делать там, 5 операций на сердце, сколько белорусов запишется в очередь, будет ждать, будет мечтать о нем и говорить, что, боже, ну вот какое счастье, что этот человек может приехать и сделать для нас такую офигенно крутую штуку, да? Это, кстати, тоже еще один из возможностей, да? Кого-то можно сейчас, кому нужна такая помощь, найти финансирование, собрать деньги и помочь получить нужную помощь здесь, тем более, что белорусские медики набирают здесь обороты, и это очень важно на самом деле. Никто не скажет: нам это не надо, у нас тут самих мозгов хватает. Да? Ну, слушай, мы же понимаем, что нет. Да? Мы же знаем, как ждут такого всего. Да? Если проект какой-то телемедицины запустится на Беларусь, ребята, вы не в ФАП свой пойдете, где диагноз, кроме гипертонии, вам никакой не поставят, да, и ОРВИ. А вы сможете получить консультацию, вы сможете получить помощь. Не такую, как сейчас, когда вам говорит власть, что у нас большое достижение, у нас больше 60% выпускаемых лекарств стоит меньше $2. Ребята, они лечат вообще, это эффективно, это современно, они обеспечивают там основные протоколы. Ну, нафига вы мне говорите про эту цифру какую-то, $2? То есть, ну, классно, вы много делаете дешевой ерунды. А почему мне от этого должно быть хорошо, да? Почему мы постоянно собираем этим детям на какие-то фантастические суммы на лекарства? Ну, а вы делаете то, что по $2. А делаете то, что по $2 миллиона, может. А, вы не умеете. Ну, тогда нечем хвастаться вам, да, если вы не можете ни сделать сами, ни договориться о покупке, ничего. Я думаю, что белорусы белорусам будут очень-очень полезны. Они привезут знания, они привезут навыки, технологии, деньги привезут и сделают эту страну более классной. Скажи мне, як чалавек, які прайшоў лукашэнкаўскія катавальні, і ты не одна такая, тысячи людзей таких, як ты думаешь, вот такія фармулёўка, як што мы зараз траўмаваная нацыя, яна апраўданая, і што нам трэба будзе найперш, калі там, умоўна кажучы, рэжым рухне? Можа, нам трэба найперш будзе не думаць пра нейкія там касмічныя палёты, адраджэнне мовы там, ці там яшчэ што-небудзь, а пра кушетку психотерапевта? Слушай, ну надо будет научиться говорить об этом. О том, что болит, о том, что беспокоит. Не обесценивать, не газлайтить. Если я хочу переговоров, мне не надо говорить, что там, ага, вы готовы там ползти на коленях к режиму. Нет, я хочу поговорить. Я хочу знать, что у этих людей в голове. Потому что именно они влияют сейчас на жизнь моих соотечественников. Я хочу понимать, как они думают, какой у них образ действия. Да? Проще всего сказать, они там все мудаки, козлы. Ну, хорошо, а делать вы с ними что будете? А мы их всех там на штыках, это самое. Ну, ребят, вы серьезно сейчас? Ну, то есть вы реально готовы вот убивать людей? Ну, я очень сомневаюсь в этом. И это прям нетипично для белорусских белорусов. Вот. Поэтому, да, нам придется научиться об этом сказать. Да? Кто мы, почему мы. И объяснять еще придется неоднократно. Да? Чего мы хотели в 20-м. Зміцер Дашкевич некалі сказаў, што ўсё тое, што мы маем сёння, гэта з-за таго, што мы не пераасэнсавалі бальшавізм, камунізм, вось гэтую трагедыю, усе гэтыя курапаты і ўсё астатняе. Алексеевич да гэтага кажа, што мы з этого чырвонага чалавека з сябе так і не выціснулі. А у нас яшчэ і лукашызм дзе-то там свой след пакінуў. Ці не зашмат усяго выціскаць, ці справимся? Слушай, ну постараемся, да, это действительно удивительно, сколько людей там может сейчас говорить, что там памятник Сталину нам норм, да. Ну, это от неграмотности, от темноты, да, от того, что в школьной программе архипелага ГУЛАГа нет, один день Ивана Денисовича отсутствует, если мы уже идем по русскому миру, да.
ну, и на белорусском, и на русском написано очень многие литературных произведений, после которых просто даже мысль о том, что можно там попытаться поискать в нем или в Гитлере что-то хорошее, ну, ей-богу, никому в голову не придет. Ну, это от неграмотности, вот кому-то приходит от недообразованности. Ну, они же скажут, что они не знали ничего. В смысле били? Я не видел. Я за новостями не слежу. Эта фраза «я за новостями не слежу», она вообще все объясняет буквально, да? Что ты поехал в Беларусь, там же задержат. Я не знаю, я за новостями не слежу, да? А почему, кстати, самолеты не летают в Беларусь, ты не знаешь? А то я за новостями не слежу. Ну, люди действительно, слушай, люди живут своей жизнью и пытаются закрывать глаза до последнего. Иногда кажется, что уже, ну, ребят, уже сарай рушится над вами, да, а вы все пытаетесь там как-то сделать вид, что все ок. Не один раз узгадали 20-й год. Вось у гэтай кнізе размовы, да якой мы записывали фактычна там 20-21 годзе па свежых падзеях, пераважная большасць, калі мы казалі про тое, як змяніліся людзі, грамадства, нацыя па выніках падзеяў 20-го года, яны казалі, ну паглядзі, як беларусы праявілі цікавасць да свайго, да сваёй культуры, да сваёй гісторыі, да ўсяго свайго, увогуле як яны перараслі ў палітычную там грамадзянскую нацыю. Ну гэта змены, якія, ну як кажуць, фарш абратна не пракруціш. А тое, што паказвае апошнія падзеі, апошнія 5 гадоў, ўсё ж таки пракруціш ці не? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Слушай, ну, был 16 августа, был День воли у оперного, да, когда было можно, и когда все вздохнули, и когда все пришли, и это было, ну, было, никуда не денешься, да, даже этот убогий вице-премьер стоял на похоронах Калиновского, и мне вот очень любопытно, что он чувствовал, да? Вот эти толпы белорусов, ехавшие тогда еще на поездах, на автобусах, на всем, что ехало в Литву, да, эти флаги, это все. И вот мне очень любопытно его ощущение в тот момент, да, потому что, ну, фото не передают, а он об этом как-то публично не рассказывал, да, при случае надо не забыть спросить. Ну вот оно перед тобой. И тебя что, государство направило, это можно? Да, вот национальная идея перед тобой, прям вот. И ты вместе с литовцами стоишь, и никакого русского мира нет, и это объединяет. Давай на завяршэнне. Вот глядзі, мы шмат казалі пра мову, там гісторыю, культуру, ну 21 стагоддзе. Касмічныя караблі бараздзяць, трансатлантычныя карпорацыі і ўся вот эта астатняя лабуда. А мы тут такія узводзім вакол сябе нейкія такі, ну такое адчуванне. Ну прынамсі я вот зараз тут спрабую рабіць, узвесці нейкія тут муры, такія камяні, тут мова, культура, традыцыі, гісторыі, все прыгожа, каштоўнасці нацыянальныя. Ну мы за імі сядзім і такія, там карабель паляцеў, а мы такія, а мы тут зато по-беларуску. А это база. Это база. Ну, корабль, он же не из космоса в космос, да, он откуда-то. Ну, и пусть это будет белорусский корабль. Это будет красиво. Мы будем этим гордиться. И дети будут хотеть полететь в космос. Слушай, мы сейчас не говорим про эту нашу псевдокосмонавтку. Мы про настоящие идеи, настоящие ценности. Ну, это важно, это база. У гэтай новай Беларусі і на гэтым касмічным караблі ляцяць людзі з краіны, дзе дзяржаўная мова якая і колькі? Неважно, обсудим. Ну, белорусская мова среди них будет, безусловно, ее место никто не оспаривает, мне кажется. Ну, по крайней мере, не будет оспаривать. Ну и... В этой новой Беларуси можно будет быть разным. Это важно. Да? Мне, кстати, не очень нравится новая Беларусь. Мне кажется, что тут гораздо больше смыслов может быть и наполнение, да, там, наша Беларусь, настоящая Беларусь, да, вот, потому что новая, да, ну, старая, вот, как-то тут... Ну, у тебя Беларусь нашей мары, и вот в адпаведнасці, з якой нацыянальнай ідэі ты хотела, каб яна жила, гэта Беларусь нашей мары? Нацыянальная ідэя ад Вольгі Лойкі гучыць як? Слушай, ну вот в нынешней ситуации для нынешней Беларуси это вот эта идея, которую я назвала условным белорусианизмом, да, единая земля для белорусов, для всех, верховенство права, справедливость и солидарность. И солидарность будет ключевым моментом. Белорус для белоруса всегда готов сделать что-то хорошее, неважно, где мы находимся географически, и мы это можем делать сейчас, даже когда мы в разных точках. У нас есть компетенции, у нас есть возможности, у нас есть ресурсы, интеллектуальные, какие угодно. Да? Если мы что-то можем сделать
для Беларуси и ее будущего мы делаем. Вот Мальдис, вот помощь людям внутри страны, помочь им дать доступ к тому, что есть хорошего здесь, не пытаться их оградить забором, они должны видеть, они должны себя чувствовать общеевропейские ценности, они должны быть частью их повседневной жизни, а не чем-то страшным за забором, чем пугают тебя пропагандисты. Да? Любой человек, кто был за пределами Беларуси, кто видел людей, видел мир, он относится к этому иначе. Его не напугаешь ни пакистанцами, ни еще кем-то. Такая вось солідарнасць як наш беларусіалізм. Да. Ну что ж, у любым выпадку вельмі цікавая нацыянальная ідэя ад чалавека, ад якога я не чакаў, што ён как бы цікавіцца ўвогуле гэтай тэматыкай, але аказалася вельмі нават цікавіцца, тому что мы ж все беларусы, і беларуская нам блізка, тому что мы вот этим беларусіалізмам, ну як сіанізмам, дзесьці там вот усе на яго хворыя. Дзякуй вялікі. Вось гэтая кніга хай будзе таким падарункам і удзячнасцю Вользе за удзел у нашай праграмы ад Ідея Ікс, Еўрарады і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Супер, спасибо.